эти коллеги, которые звонка до звонка работали на территории ДНР, ЛНР, ночной цыган Александр Максимов, он президент-лаборант республиканской клинической больницы номер 3. Это тот человек, который запускал маммограф в городе Кировская, Донецкой Народной Республики. Хочу сказать, что эта оборудование не просто стояла, она не работала. То есть новая, и Александр его запустил, провел исследования, обучил профессионалов, а поэтому, так сказать, он был исполнен, как раз предупреждена, работу проделал голосом. Такой передал Ивановна, наша операционная медсестра, которая помогала нашему организму проводить операции. И теперь она уникальна тем, как ты говорил, что она будет. Она не уезжала за пределы республики. И вот она впервые в этой командировке увидела Москву, побывала на Красной площади, побывала впервые в Донецкой Народной Республике. И посмотрела, как там живут люди, конечно, она готова поделиться этими впечатлениями. Были тайная резолюция, Красный город, Нижнюю центральную районную больницу, которая сама родом из Луганщины. И она может поделиться с вами тоже своими впечатлениями о том, как обстоят дела до, как обстоят дела сейчас, какой год она провела. Он себя в своем году, как знаете, носит Филипп Лапин, врач-кардиолог республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи. И вот уникален тем, что я писал ОКГ и общался с пациентами, проводил консультации вместе с своим коллегой Верой Луганцевой, врачом-кардиологом республиканской клинической больницы номер 3. И Иннокентий Николаевич Белолетский, наш врач-офтальмохирург, который проводил операционные медицинские консультации. Вот он у нас являет государственной премии этого года в области здравоохранения. И тоже поделился и по ВКСу один из наших молодых врачей, Стефан Георгиев, он улыбается. Вот коллегам там здесь тоже видно. Он сейчас находится в Москве, он аспирант и работает у нас, и должен поверить, что он работает на своей научной работе. Я об этом тоже расскажу. В чем уникальность Стефана? В том, что он по национальности шведский, поэтому у него нет отчества. Но он еще уникальный совершенно герой. Об этом он рассказывает потом сам. Что удивительно, что такая у тебя вкратце я расскажу о том, как была организована поездка по полгода передали перейдем под рассмотрение. Значит, буквально сейчас у нас закончилась встреча с главой республики Александрович Патриевского, всех участников поблагодарили за работу, которая была проведена на территории Донбасса, которая стали новыми территориями Российской Федерации, потому что он какие условия там для работы, постоянные звуки взрывов, пролетов самолетов на очень низкой высоте. Ночами, когда едешь, это вспышки снарядов, это работающее ПВО. И вот под шум этой канонады коллеги выполняли свою основную работу. Это работа врача, то есть помощь населению. Было проведено порядка 2500 консультаций. Если взять по направлениям, то по кардиологии на двоих коллеги посмотрели почти 600 человек, описали 255 ЭКГ. Если взять маммографию, то было проведено 339 исследований. Если говорить об УЗИ-исследованиях, с нами нет сейчас Стручкова Николая, который является врачом УЗИ-диагностики Республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи, он сейчас находится в районе у себя, то он провел более 500 УЗИ-исследований, 384 пациентов. Следующий момент – это офтальмология. Было проведено более 650 консультаций, это первично, то есть именно в людях.
Если взять с повторными консультациями, которые приходили после операции, после назначения лекарственных препаратов, то эта цифра переваливает за 1000. Было проведено, это мы сейчас говорим только пока о городе Кировское, проведено 163 операции, из них 147 это по катаракте, это помутневший хрусталик. Все остальные операции касались удаления народных тел, удаления осколочные ранения были глаза, значит, тут удаляли осколочек снаряда, есть фотографии. И, значит, есть операции по птерию, там, по-моему, 3 штуки, но об этих диагнозах коллеги уже сами расскажут. В Луганской Народной Республике врачами проведено 18 операций. Луганск чем интересен? Я туда выехал заранее посмотреть, как обстановка там. Значит, мы посмотрели, какое есть оборудование, какие есть врачи, и пришли к выводу, что есть возможность восстановить там работу. Вот они с 2014 года не проводили таким методом там операции, потому что когда уходили проукраинские силы, они просто забрали с собой расходку и оставили, бросили аппарат. И аппарат стоял. И мы привезли расходные материалы, запустили это медицинское оборудование, привезли на нем, все настройки сделали, и, значит, коллеги сразу с энтузиазмом откликнулись, что Иннокентий Николаевич, что Екатерина Ивановна, что Стефан, и провели там вот 18 операций. Там уникальность этих операций в том, что были те, кто... Вот женщина, ее показывали федеральные средства массовой информации, это врач скорой помощи, она приехала на вызов, пока оказывала помощь, только завершила, в нее кинули гранат. То есть вот там у нее один глаз пострадал полностью, а на втором была катаракта, и у нее утрата была работоспособности полная. И вот ей удалось, Иннокентий Николаевич, если мне память не изменяет, проводил эту операцию, удалось вернуть частично зрение. С учетом того, что один глаз уже потерян, вот второй восстанавливали. Надеемся, что она вернется в строй. А что касается самой сути работы, то в Луганске сейчас уже самостоятельно стали проводить эти операции. То есть вот вы понимаете, да, значение работы врачей из Якутии в целом для республики. Из далекой Якутии на протяжении 10 тысяч километров путь проделали, да, и смогли запустить на всей территории эти операции. И теперь людям там помогают уже сами врачи. То есть это очень важно для коллег, которые работают там на территории ЛНР. А в ДНР такие операции не проводились никогда в городе Кировское, поэтому, конечно, для них это было в диковинку, и люди выстраивались просто очередями. Писали мне в социальных сетях после выхода федеральных сюжетов, писали с Донецка, есть очень живые истории людей, это вот я о них тоже говорю, это и военный врач написал, значит, он благодарит доктора Стефана, который его оперировал, все у него получилось, все хорошо, сейчас идет процесс реабилитации. Написала девочка, зовут ее Дарья, ей 20 с небольшим лет, у нее есть ребенок 2,5 года, и вот она с рождения инвалид, у нее врожденная катаракта, у нее удалили хрусталик, и ей приходилось носить линзу минус 18. Иннокентий Николаевич ее оперировал, и удалось провести эту операцию, поставить ей интраокулярную линзу искусственную, и девочка теперь не пользуется линзами, и теперь видит, у нее один единственный тоже вот этот был рабочий глаз. Она очень благодарна, вот она мне на днях тоже писала, она говорит, я не знаю, как благодарить врачей из Якутии. Вот я себя чувствую просто замечательно. И таких историй огромное множество. Вот была история женщины, которая, когда начались бомбардировки города Кировска, а я вот сейчас попрошу, запусти, пожалуйста, фотографии. Вот эти фотографии вы будете видеть впервые. Вот меня коллеги спрашивали, а что же я приготовил на затравку, да? Ну вот, смотрите, город Кировское, для кого-то кто-то, может быть, считает, что он там в тылу и все хорошо, да? Но этот город подвергался массированным бомбардировкам в начале там 14-15, как видите, жилые дома, да, вот эти все дырки. Вот так вот в квартиры прилетали снаряды, значит, не оставалось ничего, да? Балконы разрушенные. Вот сейчас дойдут до фотографий, где больница будет.
Значит, летело все, что только могло. Понятно, погибали люди, погибали в том числе и медицинские работники. Значит, вот так вот с шрапнелью поражено. Вот это остатки вот снаряда прилетевшего, в магазины, в школу прилетало. Вот это храм, который был разрушен. Полностью прилетел снаряд в храм, и там погибло 3 человека прямо во время службы. Значит, вот тоже один из жилых домов. Вот это воронки от снарядов, которые прилетали туда на территорию. Жилые дома, вот сейчас будут магазины, по-моему. Да, вот магазины раскуроченные. Сейчас, слава богу, они восстановлены все. Люди постепенно возвращаются к мирной жизни. Вот тоже кафе у них было. Сейчас оно закрыто, не работает. Вот так выглядел город. А это вот в главного врача стреляли в Кировской больнице. Он ехал на своей машине, и вот так вот пуля прошла сквозь, рядом прямо с ним. Вот эта больница, городская, центральная, в которой мы работали. Значит, вот следующий там был слайд. Ага, вот полностью все окна были выбиты, не было ни одного живого места. Вот здесь место, куда попала мина. Там до сих пор все это остается, то есть вот эти все осколки и так далее, и дырки в стене. Там погибло 2 человека, когда больницу обстреляли. И, конечно, люди до сих пор вот так у них, они работали мешками, закрывали окна и оказывали медицинскую помощь и раненым, и людям, которым она была необходима. Вот жилой дом, вот, кстати, соседний участок, это одного из работников больницы. Вот он фотографировал, как раз чудом остался жив. Вот. Так все это выглядит. Это просто к тому, что не все так хорошо, как хотелось бы. Да, и понятно, что люди очень ждали мира, они очень ждали возвращения в родной стан, в Россию. И, конечно, там, когда многие говорят, что там референдум, все наиграно, вот если поговорить с людьми, вы все поймете, что люди искренне этого ждали, они этого хотели. И вот сейчас взрывы слышны только вот на окраинах, вот когда идешь, и ты слышишь каждый день там взрывы, ну, коллеги об этом скажут. Ну, вот это вот так вот, для понимания, что Кировская представляет собой в тот момент, когда его бомбили, и то, как Якутия его восстанавливает. Сейчас восстановлен асфальт, восстановлено освещение, школа восстанавливается, и очень люди там искренне благодарят жителей Якутии за ту помощь, которая оказывается. Вот коллеги не дадут соврать, что таких искренних эмоций в адрес республики, в адрес людей, которые здесь живут, мы давно не видели, даже проживая здесь. Это были и слезы на глазах, это были и обнимания, и очень теплые слова, которые никогда мы не забудем, потому что это было до такой степени искренне, что хочется помогать и помогать людям вновь. Вот так, наверное, вкратце я расскажу о том, что мы делали. Но теперь давайте перейдем к... Ой, там даже аплодисменты. Давайте. Значит, ну а теперь давайте перейдем к вопросам. Любой желающий, пожалуйста, руку и вопрос, который вы хотите задать любому из нас. Как вы будете следить за состоянием людей, которых хотите? Значит, ну если по офтальмологии я отвечу, да, значит, у нас все контакты есть с медицинской сестрой, которая там осталась, офтальмолога. Во-первых, мы подготовили весь список пациентов, которых мы осмотрели, рекомендации, которые мы им дали. Значит, соответственно, будет динамическое наблюдение. Далее в режиме или телемедицинских консультаций будет корректировка лечения, исходя из того обследования, которое она проведет на месте. Надо сказать, что мы по поручению главы республики, секретаря нашего регионального отделения партии «Единая Россия» привезли туда оборудование, и в данном случае партия очень хорошо помогла и сбором гуманитарной помощи, и, значит, и по медоборудованию, по офтальмологии мы им поставили необходимое для пока первичной диагностики. Значит, и
есть возможности уже работу эту наладить. Понятно, что это не наш последний туда выезд. Он был первый, но он не последний. И будут еще. И сегодня глава республики дал соответствующее поручение по дальнейшему сопровождению по оказанию медицинской помощи населению города Кировска. И Минздрав будет его сейчас отрабатывать. Поэтому по офтальмологии мы держим постоянную связь. И с Луганском тоже. Вот Стефан, допустим, туда отправлял уже и лекции, материалов, которые он сейчас, так как в аспирантуре, у него есть лекционный материал, он коллегам уже его переслал. Тоже это очень важно, потому что у нас очень разные клинические рекомендации стандарты с территориями. А надо сейчас коллег готовить к новому и проводить мастер-классы. А по медикаментам планируете, да, вводить в Кировске медикаменты? Да? Но смотрите, если взять в целом перспективы с 1 марта в целом территории, присоединенные по итогам референдума, они войдут в систему ОМС 2023 года. И, соответственно, финансирование уже будет идти в другом режиме и по другим порядкам. Понятно, что туда в тариф оказания медицинской помощи будут включены и расходные материалы, и медикаменты необходимые. Ну и плюс поставки, которые идут сейчас по линии гуманитарной помощи Российской Федерации, по линии МЧС, общественных организаций, которые активно там работают. Мы видели целые грузовики. Вот как раз когда возвращались, там целая колонна шла, МЧС России. И поэтому люди это видят очень хорошо, что помощь помогает. Плюс они сами закупают необходимые медикаменты, исходя из того финансирования, которое у них сейчас возможно. А вот вы сказали, что это первый выезд, но будет еще другие. Может быть, уже известно, когда. Вот, коллеги, я усиленно пытался скрыть все даты выезда первого. Да, и специально мы заводили рака за камень, когда, чего и так далее. Потому что все-таки это делается в условиях безопасности. Вы же не думаете, это вот сидя здесь, да, здесь все хорошо, здесь тепло, уютно. А там ты не знаешь, кто враг, а кто друг. Мы все там на одно лицо, скажем так. И вычислить спокойно, кто приехал, кто там помогает и так далее, это же достаточно легко. Ведь посмотрите, это же ведь не секрет, что делается с теми, кто поддерживает Российскую Федерацию на территории. Ну вот Херсон, допустим. Там же людей, которые поддерживали Россию, сейчас привязывают к столбам. А в Изюме это тоже факт, который усиленно скрывают, но есть и видео доказательства, мы же с коллегами общались, когда там и медицинским работникам, и учителям, значит, отрезали головы. Но, во-первых, у меня задача была обеспечить безопасность всех вот здесь сидящих. И так как они здесь сидят, значит, это мы сделали. Поэтому мы не афишируем следующий выезд, когда он именно будет, мы говорим о том, что обязательно он будет, и помощь мы будем оказывать. Но так, чтобы коллеги потом вернулись живыми и здоровыми обратно домой. То есть вот это был приоритет для меня лично. Здрасте, моя Якимова Мария Ноцкая. Что бы вы для себя отметили вот по итогам поездки, какую-то полезность из этой поездки извлекли, или и какие идеи, может, возникли? А давайте вот это, чтобы коллеги кто-нибудь ответил. Вот. А то я говорю, меня слишком много у вас, коллеги. Да. Ну давайте, кто для себя из поездки что вычеркнул? Вот Стефан, может быть, да. Вот давайте Стефан ответит. Вот у нас Георгиев Стефан на связи. Стефан, микрофон? А, слышно, все. Что? Услышал же вопрос, да? Да, услышал. Что извлекли из поездки? Я думаю, что для начала нужно сказать о том, что когда мы туда ехали, мы на самом деле переживали, мы не понимали, куда мы едем, что нас ждет там. Даже пока мы ехали в поезде, мы так активно смотрели на небо и видели вот эти круги от самолетов и думали, там, вот это от ПВО, это не от ПВО. Это как-то вот немножко вызывало какое-то беспокойство. Потом, когда мы туда ехали, первый раз услышали, что такое взрывы снарядов, и как это страшно, и, в общем, немножко это меняет тебя, скажем так. У меня отец серб, и
скажем так, все мои родственники, они пережили уже войну, и я знаю по своим родственникам и друзьям моего отца о том, что такое война. И когда мы были там и общались с местным населением, я видел те же самые эмоции. Когда люди вспоминали эти обстрелы, когда видишь людей, которые попадали в те ситуации, которые на самом деле страшны. У нас был и священник на приеме, который был как раз в момент вот этого обстрела, когда погибли во время службы люди, и женщина, которая была во время этой же службы. Когда люди приходят к Богу, а, скажем так, в этот момент у них на глазах разрываются люди, я думаю, что это, скажем так, сильно влияет на них. Люди на самом деле, все, которые там есть, они были настолько добрые и настолько благодарны, потому что мы приехали туда, то, что никто из нас такого не ощущал просто. Мы чувствовали тепло и радость, и эти все эмоции были абсолютно искренние. Так бывает очень редко. Работы было у нас, да, очень много. Там, когда мы туда только приехали, с порога встретил раненый человек, и пришлось оказывать ему помощь прямо с порога. То есть мы еще даже не успели ни чемоданы распаковать, ни шовные материалы достать, ничего. И так вот сразу, собственно, как зашли в больницу, нам сказали: вот у нас хирурги приехали, вот идите шейте. И, собственно, вот мы сразу и пошли. И сразу столкнулись и с обеспечением больницы, ну, с тем, что, скажем так, люди работали с тем, что осталось, и что у них каким-то чудом до них доходило, скажем так. И, конечно, там мы там быстренько там, наши материалы нашли, зашили, все как-то было хорошо, но, конечно, когда видишь, как работают в других местах, это немножечко сложно, на самом деле. Хочу сказать то, что мы не ценим то, что у нас есть. Вот. А когда видишь людей, которые достаточно долго были лишены этого, начинаешь понимать, что к этому всему нужно относиться как-то более внимательно. Люди на самом деле ценят помощь Якутии. Практически каждый человек, который заходил, говорил спасибо Якутии за дороги, за свет, за больницы, потому что идет активная реконструкция и школ, и медицинских учреждений, и всего, что происходит в Кировском, вот всем занимается Республика Саха-Якутия. И очень редко можно услышать искренние слова благодарности. Обычно люди воспринимают какую-то деятельность как должное. А здесь ощущалось именно то, что каждый человек не ждал этой помощи, но при этом они это чувствуют. И когда идешь по городу и понимаешь, что каждый второй человек, встречая, говорит там: вот, вы там прооперировали там, мою бабушку, там, вот, спасибо вам, это настолько приятно и настолько, я не знаю, вот именно вот эти чувства, они перебивают все сложности, которые там были, а сложностей там было очень много. Мы работали по 14 часов в день, без выходных. У нас был один выходной, там, 6 часов у нас выходной был. Но, скажем так, все равно вот этот позитив, который мы получали от пациентов, он перекрывал всю усталость, которая у нас накопилась. И, скажем так, мы, получается, приехали после рабочей недели, потом в дороге, и снова работа, и работа с порога, собственно. И получается то, что каждый день у нас очень интенсивная работа была, по 14 часов работали. Это было как-то, и сложно, и интересно. И, значит, что бы хотелось еще отметить? У нас была, наверное, самая лучшая команда, какая могла быть. Каждый из нас, я думаю, не хотел бы поменять кого-то на кого-то другого. А так бывает очень редко, и я очень счастлив, что мы поехали именно этим составом. И у нас было много сложностей. У нас вода была по 2 часа в день, собственно, поэтому наверное, это и останавливало нашу работу и наш прием, потому что мы должны были успеть просто потнуть после работы.
И что еще рассказать? Я думаю, что в любом случае эта поездка повлияла на каждого из нас, особенно когда мы оказались в Луганске. Мы видели сложности, с которыми сталкиваются там медицинский персонал и как они работают. И мы понимали, что интенсивность работы там, она очень высокая. И люди, которые там работают, они работают сутками, все время. У них это стало нормой. И хочу сказать, что несмотря на все сложности, у них хорошее оснащение в Луганске, и на самом деле видно, что люди стараются, работают и хотят оказывать грамотную и хорошую, качественную медицинскую помощь, и они уже привыкли настолько к этим всем обстрелам и всему остальному, что они их уже даже не замечают. Хотя могу сказать, что за то время, пока мы были там, мы тоже уже перестали обращать внимание. Только когда было уже очень плохо, вот тогда, конечно, уже замечали. Много всего на самом деле интересного, всего сразу так и не расскажешь, поэтому я бы хотел передать слово. Спасибо. Можно? Да. Можно, пожалуйста, вопрос к Стефану? Ага. Какой вопрос я, если не будет работать, озвучу? Было ли сложно принимать это решение? Почему вы решили поехать? Было ли сложно принимать решение поехать на Донбасс, и почему вы его приняли? Поначалу было сложно, на самом деле, я думаю, что я сомневался, ехать или не ехать, потому что все-таки, скажем так, опасная поездка в любом случае, она значительно опаснее, чем любая другая. И для себя в какой-то момент я решил, что ехать нужно в любом случае, потому что, а кто, если не я? И потому что каждый, если будет думать, что пусть поедет кто-нибудь другой, так никто и не поедет. Все-таки Иван Петрович тоже такой ободрительной речью, тем, что у нас, скажем так, нас будет ждать все безопасно, то, что он будет постараться обеспечивать нашу безопасность, это все-таки как-то достаточно сильно повлияло на решение поездки. И, конечно же, когда я понимал, с кем я еду, и что с нами такая замечательная команда, я не знаю, не ехать было просто неправильно. А у вас какая специализация? У него офтальмология, это офтальмохирург. А вот про хлеб насущный у меня тоже добавка. От республики может категория повыситься у врачей, которые выезжают на зону военных действий? Еще раз вопрос. Есть же понятие категории там врачей. Ну да, но мы сдаем Она как-то квалификацию. повысится, может как-то повысится, что-нибудь, какой-нибудь пряник дадут. Стефану сегодня дали пряник, грамоту правительства Республики Саха-Якутия. Сегодня глава республики всех наградил государственными наградами из присутствующих здесь. И коллеги также награждены государственными наградами Донецкой Народной Республики. У каждого есть почетная грамота от Дениса Пушилина и благодарность от министра здравоохранения Донецкой Народной Республики. Да. Стефан сказал про одного пациента, который самый первый. Действительно, они только с чемоданами приехали и начали шить, а у парня свадьба через неделю была. Он с невестой пришел, она его привела. Как мы ему сказали, до свадьбы почти заживет. Но швы он снял до свадьбы, да. После свадьбы пришел красивый уже. То есть момент был. Так, Филипп, давай тебя как поменяло? Поменяло? Когда мне... в начале сентября, наверное, такую пришли группу, да, в WhatsApp, кто хочет поехать в Донецкую Народную Республику. Меня это, конечно, заинтересовало. Я хотел лично посмотреть, что происходит там, а не по средствам массовой информации или интернет. Это же как-то свое мнение, чтобы имел. У меня все-таки было как-то такое противоречивое, да. И с семьей решили, у меня жена, 3 детей, и все-таки нужно поехать и посмотреть. Врачебный долг все-таки есть, да.
И все-таки увидел, в каких условиях живут люди, каких цены там, да, цены продовольствия. Вот это все оказывается почти что как у нас. Там мясо вообще редкость. Но как приехали туда, да, у них все растет. Яблоки, виноград, все есть. Каждый пациент к нам приносил вот, своего сада какие-нибудь там презенты, да. И, конечно, условия у них очень такие сложные. У них пенсия там 10 тысяч рублей пенсионеров. На что там заживешься, да. 10 тысяч, а лекарства такие же цены, как и в России. Даже некоторые лекарства даже дороже из-за этого. И они, можно сказать, оставлены самим себе. Очень сложно в таких ситуациях. Только пенсионер, я так в основном пенсионер смотрел, как врач-кардиолог, да, и дети, у кого есть, только они помогают. Они сами, конечно, там очень сложно выше всего. И да, я видел, что они хотят в Россию, они ждут, и они, мне, как сказать, верят все-таки в мир. И я думаю, что получится это все. Я вот как операционная медсестра, да, там мне помогали операционные медсестры, санитарки, да. Вот санитарочки у меня было 24 года ей и 26 медсестре. А когда вот начались вот в 2014 году бомбежки первые, они были подростками, 12-летние, 10-летние, да. И вот они рассказывают, вообще сидели 2-3 месяца в подвалах, даже не могли выйти набрать воды. Ночью кто-то выходит, начинается стрельба. Кто-то все равно каждый день кто-то умирает. Это было страшно. Ну, вот. И бабушку, дедушку они не могли навестить, потому что они не могли их привезти вот, с соседней деревни. Вот. И отец их, и вот пришлось ему тайком там найти, у кого-то договориться, с кем-то. На лошадях съездили за ними. Вот такие дни были у них. Здравствуйте. Ну, я, наверное, одна из немногих, которая вообще не колебалась, когда планировала ехать в составе бригады, потому что я не понаслышке знаю, у меня живут там и друзья, и родственники, я сама родом из Луганска. Знала, сколько 8 лет люди, конечно, страдали от геноцида. Вот, и о работе пациенты разноплановые были, с неврологической патологией, конечно, преимущественно очень много, и внедряла вместе с кировским неврологом стандарты лечения, потому что как такового лечения у пациентов адекватного не было. Очень много обращались пациенты после ОНМК, также вот с коллегами-кардиологами, также все меняли, осматривала в стационаре пациентов. Также осмотрела 20 детей в составе КМПК, комиссии особенных детей. Дети не проблемные, большинство оказалось, только вот 4 человека, которым необходима была помощь. В целом, я очень рада, что я поехала туда. Если еще раз предоставится возможность, конечно, не думая, соглашусь опять. Давайте к другим коллегам вопросы. Там с ковидом какая? С ковидом спокойная.
То есть на данный момент у них заболеваемость очень низкая. Вот. У них очень было тяжело в первый период, когда только пандемия пришла. Конечно, когда был нехватка лекарственных средств, когда койки полностью все трансформировались под ковидные, и людей госпитализировали. У них же еще проблема с рентгеном. Какое там КТ? У них рентген, там аппарат 85-го года рождения. Вот, Александр прекрасно его видел. Он еще не родился, а этот аппарат уже там стоял. Да? То есть я честно скажу, что я таких аппаратов даже не видел, когда сам учился в мединституте, я его уже как 20 лет тому назад-то, да, поступил, потом окончил. И как бы вот такая древняя техника, на ней не работает. Поэтому так они там ковид диагностировали, пневмонии и так далее. Ну, то есть, конечно, это было достаточно тяжело, вот, но они спасли очень много жизней, несмотря на все. Таскали тоже баллоны, концентраторов не было. Но сейчас уже ситуация стабилизировалась. К нам вот ковидные не обращались за это время. Технически было тяжело. Я имею в виду, так хорошо рассказываете, улыбаетесь, будто Потому там что не вы было дома, света. Олег, вы дома. Свет был, вода как поступала. Это же все влияет на медицинские параметры. Ну вот уже Стефан озвучил проблему. С водой очень туго. Вода только по графику. Значит, если взять Донецк сам, да, я и там побывал, значит, там воды люди не видят по 3-4 дня. И то ее дают там на чуть, а когда дают, там высокие этажи не всегда успевают даже набрать. Благо у нас ситуация была чуть лучше, у нас каждый день давали по графику с 5 часов. Значит, вот там город он чуть-чуть вот так вот расположен, да, и те, кто в низине, она чуть там дольше шла уже самотеком. И, ну, и горячий, холодный был. Вот в этот промежуток надо было успеть помыться и набрать воду, чтобы потом вот весь период там, мыть, стирать, смывать в унитаз, там, самим как-то себя приводить в порядок. Ну, Вот так вот люди живут. А постреабилитационные, вы же говорите, делали много операций, а это касается больных. Они должны проходить постреабилитационный период, правильно? Или как это вот все происходило? Угу. Значит, вот те пациенты, которым проводили операции, это условия дневного стационара, пациенты после проведенной операции находились на койке, и вечером они уходили домой к себе. После осмотра врача. На утро они уже приходили к нам, еще раз осмотр. Если все нормально, то человек больше к нам не приходил. Я могу сказать, что к нам приходило только из этих 163 на повторный осмотр пришло максимум человек 4-5. Ну, это у тех, кого там чуть смущало, там, чуть-чуть как будто бы песочек в глазах и так далее. Но это характерно для такого рода операций. То есть 163 человека получили зрение, я правильно сказал? Правильно. Плюс 18 в Луганске. Причем люди действительно были очень благодарны. Я вместе с коллегами на осмотре был, и когда проверяешь остроту зрения до и после операции, вот они приходили почти с нулевым глазом. Вот тут ничего, только светоощущение или движение рук вот так вот перед глазом увидят и все. А тут приходили и тебе начинают читать всю таблицу Сивцева. Ну, конечно, вы представьте себе, такие эмоции у людей были. Их не передать. И при этом вы с собой взяли то оборудование, с собой все. И хотел спросить у рентгенолога, есть же понятие фазы, да? 380, 360. Вот там электричество тоже проблемы же. У него проблем не было. Нет, с электричеством проблем не было. С электричеством было все нормально. У них там своя, да. Там есть генератор был, если что, если свет. Там аппарат у них цифровой, 14 года выпуска. Хороший аппарат, рабочий. А так рентгеновский аппарат у них ямочный. Там они вручную проявлены, по старинке все делают. Ну, у нас тоже же есть. У нас Ну, сейчас уже Ну ладно, ладно, это есть, уже есть. Да, сейчас Редкость, но есть. в Якутске уже таких нет. Нет, в Якутске нет ничего. А вот в районах еще, но постепенно у нас все равно аппаратов такого года выпуска ни в одной ЦРБ нет. Я могу вот это со 100% уверенностью сказать.
Пожалуйста, еще какие есть вопросы? Ну тогда про операцию-то расскажите. Да, вот Девушка, Иннокентий Николаевич. да, вы же говорили. Ну, стоя родители молчат, так деликатно. Да? Вот, Иннокентий Николаевич сегодня получил из рук главы звание заслуженного врача республики. Давайте его поздравим. Да, и Иннокентий Николаевич, пожалуйста, эмоции, поделись впечатлениями. Эмоции — это самое главное, что было в этой поездке. Я очень рад, что мне удалось попасть в медицину, попасть в офтальмологию. По-моему, испытывать такие положительные эмоции после своего труда, когда видишь пациента, который после операции видел, это дорого стоит. А эмоции, которые были у наших пациентов там, ну, это те эмоции, которых мы еще раньше не видели, и мы не сами такие эмоции не испытывали. Ну, пациенты долгое время не имели возможности постоянного обследования у врача-офтальмолога. За это время состояние глаз потихонечку становилось все хуже и хуже. Были, конечно, пациенты, которым в тех условиях мы не могли помочь. Там нужно было более сложное оборудование, которое здесь в Якутске у нас есть. То, что мы привезли туда, это не все, что у нас есть. Но кому могли помочь, мы всем назначали операцию, как всем, на кого хватило расходных материалов. Когда расходы материала закончились, мы продолжали отбор пациентов, делали список. Они ждут, когда следующий выезд состоится, их обзвонят, пригласят. Надеюсь, все получится. И их мы тоже пропишем. Пациенты в основном на операцию не такие, как у нас в Якутске. Здесь офтальмологическая помощь у нас поставлена на высоком уровне. И в таком запущенном состоянии глаза здесь мы на операцию видим редко. А там это были почти все. Поэтому... Вы так говорите, вот скажите, что значит запущенные глаза? Запущенные глаза? Да, вот так сказать. Если сказать проще, операция при катаракте, которая не запущена, длится 10-15 минут. Катаракта, которая запущена, операция длится от 30 минут до часа. Просто техника выполнения операции совсем другая, более сложная, требует от хирурга большего сил. 10 человек прооперированных здесь — это одно время, а 10 человек прооперированных там — это совсем другое время. Мы в день оперировали примерно по 20 человек. То есть один хирург сидел на приеме, другой оперировал, потом менялись. Второй хирург заходил, первый продолжал прием. Вот, начинали с 8 утра, заканчивали... Комендантский час. Да, пока комендантский час не останавливал наших пациентов, чтобы они к нам больше не приходили. Да? Ну, иногда чуть пораньше уходили, чтобы до воды успеть домой. Да. Пациенты, многие были в молодом работоспособном возрасте. Мы рады, что после операции, после восстановления зрения, они включились в работу. Якутия восстанавливает Кировская, и сами жители за своим городом следят. У меня такое ощущение, что там работают по принципу «относись к общему отделу как к своему». Да? И я смотрю, что оснащение не только медицинское, вообще, мне кажется, всех учреждений в Кировском было на очень низком уровне, и сколько много я пациентов не расспрашивал, они все идут на работу и берут что-то из своих вещей на работу, чтобы работа осуществлялась, потому что снабжения нет. То же самое, думаю,
происходило и в больнице. И часть пациентов у нас была полностью слепые. Слепые пациенты требовали ухода от родственников, от соседей, от знакомых. Они там все друг друга очень поддерживают. И эти пациенты после операции прозревали, и, думаю, многие из них самостоятельно уже будут обходиться без помощи. Самый первый пациент на операции у нас был хирург, который по зрению перестал работать, а так он был заведующим хирургического отделения, в котором мы оперировали. Мы его прооперировали на оба глаза, и когда мы прощались с главным врачом, главный врач сказал, что он возвращается на работу, а хирургов у них не хватает. Поэтому я рад еще раз испытать такие эмоции от той работы, которую мы проделали в Кировском. Надеюсь, все получится. Пожалуйста, еще. Иннокентий Николаевич Белолюбский. А то его в разных СМИ как только не склоняли. Он у нас был и Белогорским, и Ковалевым, да? Сейчас вот последний раз Ковалев был, да? Ну что-то вот, да, похожее. Он Белолюбский. То есть, получается, у них совсем не было оборудования, поэтому даже офтальмохирург не мог спасти себе зрение. Он не офтальмохирург, он просто заведующий хирургическим отделением. У него фамилия Мирешко Владимир Александрович. И он такой еще крупный, и он физически бы даже не смог бы поехать куда-то. Да, потому что ему бы, наверное, может быть, и отказали бы, такое не исключено, тучный вес, нет возможности там, вас взять и так далее. Ну, вот. Мы почему его и решили первым взять? У них есть традиция первым в операционную брать мужчин. Вот. Хотя у нас там по плану женщина была, но они говорят, ну, есть традиция мужика, ну вот, поэтому мужика и взяли. Ну, наверное, может быть и правда, он и там дал, там на одном 0,9, он дал, на втором, по-моему, почти единицу. А приходил вот так вот все там, на ощупь. И вот, Иван Петрович, вы говорили, что вам вот в эту больницу завезли новое оборудование. Расскажите, пожалуйста, про это. И... В эту? Да. Вот, которую мы сейчас? Ну, вы, по-моему, так говорили? А, нет, ну в эту привезли. Я думал, мы про Кировскую. А, нет, давайте вот вернемся в Якутск. А, уже в Якутск сразу перенесемся. Ну вот, ближе к концу я могу вам показать. У нас там в коридоре стоят новые операционные столы, новые операционные кресла для наших хирургов, чтобы они работали в удобных креслах, и пациенты у нас лежали на удобных операционных столах. Вот сейчас как раз идет их монтаж. Кроме этого, мы ожидаем поступления новых авторефрактометров, пневмотонометров, значит, для того, чтобы точность диагностики глаз была высокая. Также, значит, у нас пришел новый микроскоп, который является наилучшим сейчас в своем классе вообще в мире. И на нем 18 числа мы будем проводить здесь мастер-класс по живой хирургии. К нам приедут специалисты из Москвы, которые отберут здесь часть пациентов. И здесь будут демонстрироваться эти операции прямо напрямую с операционной, потому что там действительно микроскоп, у него уникальные возможности, на нем можно многое что делать. Вообще мы его в перспективе планировали в будущем под бионический глаз, и поэтому мы этот микроскоп и приобретали. И вот он очень топовый в своем классе. И то, что он у нас появился в Якутии, это опять же благодаря поддержке, которую нам оказывает глава республики Александр Сергеевич, Министерство здравоохранения. Это все делается для людей, и таких микроскопов по стране стоит там вот так вот. Ну, по пальцам пересчитаешь, только в ведущих федеральных клиниках. Также это новый офтальмокомбайн ФАКа. Он к нам придет в конце декабря. Ну и так вот у нас, если заметите, вот новые кресла мы врачам купили. Вот вы сейчас у них как раз расположились. Это новое оборудование
позволяющая диагностику проводить в УЛУСах, в наших филиалах. И вот мы сейчас ждем открытия переправы, у нас все коробки уже стоят, собраны, чтобы туда отправить. И это к тому, что мы про УЛУСы абсолютно не забываем, и их максимально снабжаем для того, чтобы там люди себя тоже не чувствовали отделенными. У нас приоритет в этом есть, и по выездам, которые организовываются, у нас вот в этом году, по-моему, мы побили уже рекорд по количеству выездов в УЛУСы за все годы существования больницы. Мы охватили Оленек в этом году, Жиганск, Мирный, Ленск, Алекминск, Алдан, Нерюнгри, Тампонский УЛУС, Татинский, Чурапчинский. Значит, с 3 УЛУСами мы провели новый эксперимент. Это когда мы пациентов отправили туда, хирурга там отобрали, и сюда сразу их привезли оптом. Администрации УЛУСов помогли очень сильно. Это Горный, Хангаласский и Намский УЛУС. И вот здесь вот как раз сидели все пациенты, 30 человек, то есть вот день привезли, прооперировали, на следующий день их увезли, все, они нигде не бегают, здесь ни по кабинетам, нигде. То есть, опять же, мы ускорили процесс оказания медицинской помощи, и люди очень довольны и счастливы. Но это вот если вкратце по нашей больнице. Надеюсь, ответил на вопрос. Так, еще. Были врачи из других регионов? Знаете, вот когда мы обсуждали этот вопрос с министром, он говорит, здравоохранение ДНР, имею в виду, он говорит, что вот так вот, чтобы десантом именно из субъекта на закрепленную территорию мы стали первыми. Туда, в Кировское, медики не выезжали, вообще, в принципе, мы первые, кто приехали. А так, по территории есть федеральные десанты, которые формируются из федеральных клиник, но они под конкретные задачи. Ну, вот, допустим, я в понедельник, на прошлой неделе, получается, выступал у Леонида Михайловича Рошаля на круглом столе Общероссийского народного фронта, и там как раз коллеги, кто тоже выезжал. Там заточены под диспансеризацию детей. Это поручение президента страны. Это выездные медосмотры вот на такой же базе КАМАЗа, как у нас вот купленный, ну, что-то похожее, диагностический комплекс. Это опять же только вот такая первичная диагностика, и всегда вставал вопрос, а дальше-то что? Да? А мы здесь завершили полный цикл. В чем уникальность-то еще поездки? Что мы приехали, диагностировали, прооперировали, пронаблюдали, человек выписан в полном выздоровлении. Вот. Такое пока сложно наладить. Ну, поэтому у нас это получилось очень приятно. Мы положительные оценки и от Минздрава России получили, и коллег из Всероссийского центра медицины катастроф защиты. Тоже звонили и министру нашему, Елене Николаевне. Я, кстати, хочу очень отметить работу еще некоторых людей, о которых вот, в широкой массе не говорят. Это Радислав Гатилов из городской больницы номер 3, который ночью описывал снимки, которые делал Александр на маммографе. То есть дистанционно заходил и всех их проверял. Значит, он по поручению министра вышел, сразу позвонил мне, говорит, я готов помочь. Значит, и мы этот вопрос вот отладили, все хорошо. Значит, это коллективы больниц станции скорой медицинской помощи, горбольницы номер 3, медицинского центра города Якутска, ну и, понятно, офтальмологической больницы, которые собрали помощь и направили туда, в Донбасс. Это тоже, вот эта отзывчивость очень много значит. Молодцы, коллеги, что так искренне подошли к решению этого вопроса. Изначально не была запланирована поездка в Херсонскую? Нет, мы Херсон не планировали. Нет. Сразу обсуждали Донецкую Народную Республику. Как наиболее безопасно? Да нет, наверное, выбор все-таки больше пал из-за того, что Кировское закреплено за Якутией, вот и все. А вот Луганск появился там. Это такое неожиданное, нестандартное решение, которое мы принимали по ходу. Потому что мы осознавали, что вот если мы это сделаем, то у людей там появится возможность самим дальше работать. То есть мы, я как-то коллегам не сделал, мы зерно посадили, и росток уже пошел. Из этого вырастет дерево. Ну вот здесь то же самое. А с технологической вот зрения, да, вот этот опыт
может быть, он не совсем правильный, да, в условиях СВО. Насколько медикам может помочь в дальнейшем? Это все-таки опыт? Нет, вот тот опыт, который мы им передали, он им очень поможет. А вам? Однозначно. Нам? Он поможет с точки зрения, может быть, решения проблем нормативно-правовой базы. Ведь у нас до конца еще в России не урегулирована выездная работа. Вот на данных территориях есть отдельное постановление правительства, где прописано, что разрешается выездная работа. А вот если взять на территории Российской Федерации, то здесь есть нюансы, там, связанные с лицензированием, связанные с наличием определенных документов и так далее. Ну, то есть вот этот бюрократизм определенный. И вот этот выезд еще раз показал, что есть вещи, которые можно регулировать иначе. И я об этом тоже выступал и говорил, и мы подготовили даже отдельное постановление правительства Михаила Владимировича Мишустина, значит, направлено в Минздрав для рассмотрения, чтобы принять эти меры в дальнейшем. Поэтому это очень интересный опыт. А страховку жизни оформляли коллективно или как каждый У нас по постановлению правительства Российской Федерации лица, которые командируются на территорию ДНР, у нас была официальная командировка, они автоматом подпадают под действие этого постановления правительства. В случае гибели 5 миллионов, в случае тяжелого ранения 3 миллиона, ну и пошло там далее в зависимости по градации. Никто не получил ранений? Ну, вы же видите, все здесь. Все нормально, слава богу. И дай бог, чтобы было так же дальше. Потому что там же работают наши коллеги с ГУП ЖКХ сейчас. Там вот директор ГУП ЖКХ Виталий Семенович Чикачев уже находится, он вместе с нами приехал. Но до сих пор там еще не вернулся. Оказывает там помощь. А появилась ли очередь увеличилась ли из-за того, что наши специалисты туда уехали? Вот это тот вопрос, который обсуждался в телеграм-каналах. Я могу смело сказать, что никакой очереди у нас... Очень много людей. Это много, потому что их всегда много. Да? Это та потребность, которая есть по получению помощи консультативной. А хирургов у нас, мы же рассчитывали специально, чтобы не нарушить тот график плановой госпитализации, который у нас есть. И вот коллеги, которые выезжали, да, они этот план никак не нарушили, у нас пациенты госпитализировались своевременно. Исключение было только там по парочке пациентов, у кого-то был воспалительный процесс, у кого-то противопоказания, там ковид положительный был, ну, такие вещи только были. А так все операции шли вот как запланировано. У одной из ваших коллег, кстати, журналиста, вот у нее перенесли дату операции буквально на день или на два. Ну, там действительно были основания для этого. Я когда посмотрел документы, в этом убедился. А также и коллегам, я думаю, что и в РБ-2, вот, кстати, Филиппа, он вообще находился в отпуске. То есть он отозвался из отпуска вместе вот с Николаем Стручковым, и, соответственно, тоже никак процесс оказания медпомощи не усугубился. По РБ-3, вот просто она тоже скромный человек, она молчит, но я вот разговаривал с Ольгой Викторовной, она очень ценит ее работу, там она говорит, очень хороший специалист. Мы 2 недели продержались, но пока больше ее никуда отдавать не хотим. Хотя у нее предстоит командировка в Нижнеколымский район нашей республики. Но давайте чуть Дмитриевне слово дадим, чтобы она хотя бы поделилась впечатлениями, что она делала, какую работу выполнила, потому что эта работа очень большая и огромная. Добрый день. Я врач-кардиолог Республиканской клинической больницы номер 3. Румянцев Яр Дмитриевна. Ну, я дополню своего коллегу, да, Филиппа Андреевича. Мы с ним проводили мастер-классы по лечению ишемической болезни сердца, острого коронарного нарушения и по аритмии. Я думаю, что рекомендации, которые мы оставили врачам, да, они им понадобится в дальнейшем лечении и обследовании своей больницы. И очень много больных, например, если я
посмотрела где-то около 300 человек. Из них в процентном соотношении, если смотреть, да, в основном это заболевание гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и 50% это нарушение ритма и проводимости сердца у больных. И они практически из 100% высокотехнологической медпомощи нуждаются где-то 40% людей. Но они не могут это на эту операцию уехать, потому что у них нет денег. В общем, у них все это медицина платная. У нас тут бесплатная медицина, у них все платное. Даже анализы стоят денег. Они даже банальные коагулограмму не могут сдать, потому что это стоит около 1000 рублей. Все очень дорого, зарплата у них маленькая, пенсия маленькая. В общем. Но они очень рады были, люди очень добродушные, радовались то, что мы приехали, день по 35-40 человек я смотрела. В общем, Какие еще вопросы, коллеги? А вот в Якутии очень хорошее оборудование, да, вот и врачи во многом полагаются на это оборудование. Это, конечно, очень хорошо, но если, не дай бог, произойдет что-то плохое, не будет света, то не значит ли это то, что у врачей потеряются навыки как-то нащупывать, лечить своими пальцами? Ну, во-первых, мы всегда дублируем оборудование так, чтобы у нас оно всегда работало. И вот, например, часть операций, которые проводили Иннокентий Николаевич и Стефан, они проводились по старой технологии, потому что там, скажем так, у пациентов был ряд осложнений, который не позволял им провести вот ту факоэмульсификацию катаракты, которой чаще всего сейчас мы занимаемся. То есть был большой разрез, туда заходили, ставили линзу и так далее. То есть вот эти моменты тоже были. Эти навыки хирурги не теряют. Они прекрасно все делают и умеют. Потому что есть пациенты, вот, при той же самой бурой катаракте, да, когда хрусталик невозможно раздробить ультразвуком, приходится прибегать вот к тем методам, которые были известны в 80-х, 90-х годах. Правильно, Ленки? Я хоть не офтальмолог, но уже знаю некоторые вещи, особенности нашей работы. Я хотел спросить, критерии отбора посещения больных в любой поликлинике вот сейчас, да, надо пройти определенную методику, правильно, вплоть до регистрации. А там как вы это делали? Что, я Все пришел... то же самое было. То же самое. То есть у них есть все-таки, они там пришел с улицы, я такой-то такой. Ну, смотрите, мы же даже у нас в больнице на данную операцию упростили анализы до минимума. То есть врачу главное выявить, есть ли воспалительный процесс в организме, и есть ли противопоказания вдруг в случае анестезиологического пособия, если вдруг понадобится анестезиолог. Анестезиолог там был, кардиологи, вот как раз наши коллеги их смотрели. И минимум анализов, то есть общий анализ крови там, и биохимия, чтобы увидеть, есть ли воспаление или какое-то вирусное или бактериальное заболевание, это тоже можно увидеть. Что потом, возможно, приведет к осложнениям пост как раз-таки операционный период, о котором вы в одном из вопросов задавали. Поэтому это было сделано заранее, то есть у нас мы маршрутизацию все отработали по больнице, и человек попадал сразу же на стол, то есть день. Мы консультируем, есть показания, делается расчет хрусталика. Если все соответствует нашим критериям, он тут же сдает анализы, они делают и попадают к нам на операционный стол на следующий день. Все. А в мирных условиях это насколько длительно сейчас, если брать там и здесь? Но, скажем так, коллеги были очень удивлены нашим ритмом работы. Там лаборатория просто сказала, мы никогда столько анализов не делали. Но мы тоже их встряхнули немножко в части того, что вот таким ритмом живет и Якутская офтальмологическая больница, таким же ритмом живет РБ-2, уж тем более Центр экстренной медпомощи. А уж клиническую больницу номер 3, когда там был один из основных ковидных центров, там
Все то же самое. Ну, сказали же, что анализы были платные. Как удалось? Платные анализы, вот все специфические. Вот нам нужен был клинический минимум. Это они могут организовать. А вот если ты начинаешь копаться вглубь, то да, ты все сдаешь это платно. Вот в этом вся суть. А у нас же как? У нас даже коллеги, тут же звонок в страховую компанию, вот мне вот то-то, то-то, пытаются это все вопросы решаются на ходу. У нас развернутую биохимию можешь спокойно сдать, клин минимум весь этот спокойно сдать, рентген там, ФЛГ. Просто вот Стефан хорошую фразу сказал, мы не ценим то, что имеем. Вот поверьте, медицина в Якутии, и коллеги это подтвердят, не сравнить с другими субъектами Российской Федерации. Она очень на высоком уровне. И мы просто привыкли вот хаять медработников, как все плохо, ой, как вот это не делается, это не делается. Но поверьте, делается столько, что, конечно, нет предела совершенству и есть к чему стремиться, но мы находимся на очень высоком уровне. У нас вон все бесплатно. Пойди, это бесплатно, это бесплатно, это бесплатно сделай. Все там по программе госгарантии в течение 14 дней тебе вынь да положь, все сделают, а то и раньше. Поэтому... Я так понимаю, Донбассу это будущее у Донбасса? Это будущее Донбасса. Я в это верю, у них все получится. Главное, чтобы глаза горели. Тогда все будет хорошо. Что, коллеги, будем подводить итог? Все, на все вопросы ответить. У меня к вам в завершение огромная просьба. Вот вы увидели всех коллег, у каждого из них есть своя история. Вот кто-то многодетный отец, да, кто-то впервые выехал вообще за пределы Якутии, увидел все иначе, да. Кто-то у нас самый молодой товарищ, да, он тоже другими глазами на это все посмотрел, да. Вы о них тоже рассказываете, ведь они герои, они согласились, они поехали, они не подвели республику, они сделали все возможное для того, чтобы помощь людям оказать. Моя главная задача, я ей уже говорил, это было организовать это все грамотно, чтобы не было там замечаний, чтобы люди вернулись обратно, чтобы понять, как там помочь на территории. И каждый из нас со своей задачей справился, потому что мы были единой целой командой. И вот это очень важно. Поэтому я хочу от себя лично, от моих коллег поблагодарить вас, что вы сегодня подошли сюда, потратили на нас целых 1,5 часа своей драгоценной жизни. Вот. И надеемся всегда на теплое сотрудничество. Мы всегда открыты для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Нам скрывать нечего. Вся работа наша видна. Это люди, это там помощь, которая оказана, это те слова, которые мы получили в ответ. Спасибо. А можно сфотографировать вас? Можно. Вот я просто